Участок дороги по улице Белова, располагающийся в промежутке между автостоянкой СибГУ и 10-й школой, долгое время оставался больной темой как для жителей микрорайона обогатителей, так и для родителей, провожающих своих детей в школу. Данный участок не был оборудован тротуаром, потому пешеходам приходилось прокладывать свой путь по обочине проезжей части. Сейчас вдоль всего отрезка располагается огороженная тротуарная дорожка. Работы на данном участке были закончены накануне. Открытие инфраструктурного объекта состоялось сегодня в рамках празднования Всероссийского дня знаний. Давайте вот так. Вот, по кусочкам. Давай, смелись. Этого знаменательного события, по словам руководства школы, пришлось ждать 14 лет. Все это время пересечение данного участка дороги было сопряжено с неудобствами и даже риском для жизни. О том, насколько остро стояла проблема, рассказал Азамат Азаматов, отец ученицы 3 класса средней образовательной школы номер 10. Тяжело было ходить, потому что дети ходили, тут вообще не было обочины, и, можно сказать, обочины не было, и ходить сложно было. Сейчас, видите, как хорошо. Да, дочка ходила, занималась, мы живем в 34-м микрорайоне, дом Рыбака, а после школы другие занятия, например, в художественную школу, приходилось ей ходить пешком или дворами там иногда, а здесь мы опасались, потому что невозможно, машины не давали пройти. Ну, дворами какими ходили, в грязь, всякие, снег. Спасибо городу. Всего для оборудования тротуара было уложено 960 квадратных метров асфальтового покрытия, что равняется 100 тоннам асфальтобетонной смеси. На подсыпку ушло более 200 тонн песчано-гравийной смеси и около 80 тонн фракционного щебня. Вдоль всего тротуара смонтирован каркас металлического ограждения. За качество проведенных работ отвечает подрядная организация Сибай Дорстрой. Строительство данного объекта обошлось в 966 тысяч рублей. Финансирование осуществлялось из республиканского бюджета в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия». Эта программа по задумке авторов помогает реализовывать инициативы граждан и уже решила ряд инфраструктурных проблем в нашем городе. Это такое большое важное событие. Я думаю, первая ласточка в микрорайоне. Следующий, значит, этап у нас улица Димитрова, улица Кутузова. Я благодарна главе города, вообще администрации. Но прежде всего я благодарна Айткуловой Эльвире Ринатовне, члену Народного фронта республики и депутату Курултая. Это к ней я обращалась с письменной просьбой от имени школы и жителей. И вот, наконец, это свершилось. Ринат Музафаров, Радмир Цингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.